Евгений Никонорович, уроженец города Одессы. Довоенная молодость Евгения Никоноровича прошла в городе Одессе на одном из заводов. Открываем книгу. И после предисловия тогда президента Татарстана Минтимира Шариповича Шаймиева мы открываем страницу и находим текст. Подержите, пожалуйста, книгу. Вот так осторожно, да. Евгений Никонорович пишет о том, что после революции отец работал дизелистом на электростанции моего родного города Балта Одесской области. Так что, видимо, я стал энергетиком под влиянием деда. В 16 лет я, пишет Евгений Никонорович, начал работать слесарем на предприятиях Одессы. Вот в сноске пишется: Евгений Никонорович, не остав в Одессе, на заводе «Вторая пятилетка», был 18 лет назначен исполняющим обязанности директора и сумел наладить выпуск деталей для трактора «Фордзон». Светлана Константиновна Бабич, заведующий сектором городского музея, расскажет немного о Евгении Никоноровиче, вот, благодаря которому был построен Камский автозавод. Вот эта экспозиция вся посвящена началу строительства нашего города, гидростанции и Камскому автомобильному заводу. Камгазэнергострой – одна из крупнейших организаций в нашей стране, которая начинала строительство Нижнекамской гидростанции, а в 1969 году начинаем строить Камский завод по производству большегрузных автомобилей КАМАЗ. С этого момента никому неизвестный небольшой городок сельскохозяйственной Набережные Челны становится всемирно известным. На стройку приезжают тысячи людей. Их надо было принять, устроить на работу, разместить, где жить надо было. Тысячи комсомольцев. Население города небольшого нашего увеличивается многократно в геометрической прогрессии. И всем этим огромным строительством руководил Евгений Никонорович Батынчук. А строить нужно было сразу и все. И дороги, и заводы, и жилье, и больницы, и детские сады, и школы. Я хочу сказать, что Евгений Никонорович очень любили строителей. Умница, талантливый. Ну и, конечно, замечательный руководитель. Одна из самых красивых улиц старой части города. Раньше она носила название Студенческая. Не так давно ее переименовали в улицу имени Евгения Никоноровича Батынчука. На улице Батынчука располагается филиал Государственного банка Республики Татарстан Акбарсбанк. Батынчук участвовал в Великой Отечественной войне и попал в плен. Проспект, с которым пересекается улица имени Евгения Никоноровича Батынчука, называется проспект имени Мусы Джалиля. Муса Джалиль – это татарский поэт, который также был в плену, где написал свои известные на весь мир произведения, собранные в Моабитской тетради. Мы сейчас видим проспект Мусы Джалиля. Он, пожалуй, первый проспект города, который был построен в 70-е годы. Вот нам привет передает. Одесситам привет передайте. Одесситам всем привет. Пускай в Россию идут все. Не, из Татарстана привет скажите одесситам. Из Татарстана привет. Вот. Так что одесситов здесь любят и приглашают в гости.
она улица, названная в честь одессита Тынчука. Татарстан не остается в долгу и отдает должное всем тем, кто вносит вклад в его процветание. Надеюсь, благодаря этому видео одесситы узнают об этом. Пользуясь случаем, передаю всем одесситам привет. А также привет моим родственникам всем в Одессе.